В то время на судах еще не было радио, поэтому с выходом в океан связь экспедиции с миром прервалась. Об изменении плана экспедиции повестил мир брата Мухина. Сенсация была потрясающей, тем более, что в это время на Антарктику отправилась данная экспедиция Роберта Скотта, имевшая ту же цель достижения Южного полюса. Теперь у Скотта появилась философия следа. Покидая Мадейру, Амундсен отправил Скотту письмо, в котором извещал его о своем намерении вступить с ним в состязание. Достигнув 40-х широт Южного полушария в океане, Франк повернул на восток, юго-восток, и судно подкрутили попутный западный ветер. 2 января 1911 года, следуя 180-го меридиана, судно вошло в город Малых Льдов. Вроде море Розы. А мы сидели слушали. Потом другой передавали и так далее. Ребят, почему у нас это уходит? Не знаю. Потому что не пересказ, не даже внимательно посидеть и дополнительный материал как-то держать. Будем разговаривать на шесть. Я не слышу. Джон. Пожалуйста. 10 февраля, не дожидаясь полной разрухи языков, первая партия исследователей во главе с Амундсеном выступила на риск. Они заложили первый продовольственный склад для будущих походов конников. 175 километров от Дон. Дим, погромче. Под которым назвали Франки. И правее отойди немножко. Право. Да в другое право. Ален, еще громче. Амундсен заложил еще 2 продовольственных склада. Он 50 и 82 апреля. И люди и собаки были в отличном состоянии. 21 апреля последний раз показалось солнце. Началась полярная ночь. Середина ушла подготовка к главному будущему штурму Южного полюса. И вот пришел долгожданный весенний день 19 октября 1911 года, когда полюсная партия в составе 5 человек, 4 станет упряжек, с собаками отправилась в путь. Они легко находили прежние оставляли новые. Главному складу в пути были убиты 24 собаки. Я все вижу. Все было запланировано заранее. Амундсен писал индейцев, это было жестоко, но так должно было быть. Все эти вершины не ничем для достижения еще цели. Смотрите, они даже все собак, которых они взяли, просто-напросто употребляли в пищу. Почему? Потому что Собаку потребляли в живодеры. Так. Они легко, пока собаки отдыхали, люди на лыжах. Нет, слова, что собака. Нельзя так делать. В пути были убиты 24 собаки, что было запланировано заранее. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить свежим мясом людей и собак. Чем выше поднимались путешественники, тем хуже становилась погода. Сейчас карабкались снежные земли в тумане, различая путинку у себя под ногами. Дальше ничего не было видно. В редкие ясные часы, когда перед их взорами возникали горные вершины, они вызывали их именами норвежцев, родных друзей ученых. Самая высокая гора была названа именем Фриотфа Нансена. Наиболее опасные места получали мрачные названия «Врата ада», «Танцевальный зал дьявола». В начале декабря установилась солнечная погода. К этому времени они прошли. Что это такое? 88 градусов широты, такой создавал 190 километров. Управление движением куда ты уходишь? Расстояние почти привязаны к Дарье, но декабря пришли самый южный город Владимир Томас. 3 года назад чайно нашел Том, 3 года назад, я это читал. Он предупрежден, что смерти вынужден был вернуть обратно, не дойдя до полюса
всего 180 километров. На лыжах и нарком с удовольствием снижением визита собаки по 4 Я вот чуть-чуть посмотрел тараторит, я никогда не понимаю. Какой-то другой Юля, ты дальше читай. Юль. Он ушел в голову. Юлечка. Юля, посмотри сюда. Ютуб. Тем более. В главных ролях Дима Колпаков, Паша Гот и Юлия.